Свой день рождения глава города Якутска Айсен Николаев отметил в рабочем режиме. В день своего рождения глава отправился на объезд. Встретился с руководителями крупных сельхозпредприятий, крестьянских и фермерских хозяйств, а также посетил ряд социальных объектов. Расширенный объезд начался с села Хатасы. Айсен Николаев встретился с руководством Хатасского свинокомплекса, осмотрел обновленный телятник животноводческого комплекса Багарах и побывал на коневодческой базе ИП Алексеев. Местные фермеры рассказали главе города о своей работе и озвучили проблемы, в решении которых требуется содействие муниципалитета. Они отметили, что благодаря поддержке города в последние годы сельское хозяйство получило здесь второе дыхание. Аграрии успешно провели модернизацию производственных мощностей и сегодня работают на расширение производства. Да, Айсен Сергеевич, он всесторонне развит. Из-за этого он быстро улавливает и быстро у него понимает ситуацию, да, и уже делает даже выводы, аналитика и вывод он быстро делает. Из-за этого у него получается это дело. И долина Туймады заниматься сельским хозяйством, и будем заниматься еще далее, так? И потому вот глава города, и потому одним из приоритетов, да, своей работы он обозначил развитие агропояса города Якутска. Потому что обозначил, и поэтому и мы должны, наша задача для горожан, мы должны производить качественную продукцию сельского хозяйства, натурального нашего, производить для наших горожан. Вот эта задача очень важная на самом деле. Обеспечить наши садики, наши детские учреждения, наши больницы, социальные учреждения натуральным молоком. Вот это и мясо. Вот, и продукция растениеводства это то же самое. Директор Хатасского свинокомплекса Роман Дмитриев показал новый убойный цех, который планируют открыть в начале февраля. Поголовье свиней выросло до 9 тысяч голов. В этом году свинокомплекс планирует получить 13 тысяч поросят. С вводом нового убойного цеха вырастут и объемы продукции. Мясной до 900 тонн, полуфабрикатов до 500 тонн в год. Ввести новый телятник на 250 голов планируют в марте животноводческий комплекс Багарах. По словам директора Станислава Сивцева, он станет одним из самых крупнейших в республике. Сложностей не боимся все. Мы должны вот это хозяйство, которое у нас в Багарах, да, сейчас мы переименовали. Раньше всегда была Хатасская агрофирма Хатас, там что-то не было, да, АО Хатасская. А сейчас взяли его по местности, там он стоит, где Багарах, да. Вот так и дали Багарах. Первое, второе, в общем, выкуплено было живность, это корову выкупили из предела республики, и потому и по производству молока хозяйство в основном же молочным скотоводством занимается. Мы сдаем молоко гормонзаводу, благодаря, гормонзавод очень хорошо работает, потому что они стабильно с нами рассчитываются, нашим хозяйством, да, в этом плане вопросов нет. И мы свежее молоко доставляем до гормонзавода, и горожане, гости нашей столицы потребляют молоко натуральное, то, что идет с Баграха. Конечно, хотелось бы увеличить валовый надой молока вообще-то по хозяйству, и удой с одной фуражной коровы хотели бы увеличить, да, для этого нужна кормовая база. Мы почему нынче построили, ремонтировали этот телятник, да, потому что идет увеличение поголовья само по себе, да, и, значит, идет стабилизация оборота стада. В 2017 году у нас были нюансы по некарбактиризу, но тем не менее мы не отчаиваемся, мы выдержали определенный период карантина, а после карантина сейчас мы уже должны оздоровиться по этому плану и еще идти далее. В марте также планируется открыть в Хатасах сельскохозяйственный рынок. Инициатива принадлежит главе крестьянского хозяйства «Алас» Валентину Сорову. Сейчас заканчивается строительство здания рынка площадью 90 квадратных метров. По задумке фермера, здесь будет продаваться продукция местных производителей и подсобных хозяйств. В ходе объезда Айсен Николаев также посетил Хатасский дом детского творчества и детский сад «Брусничка» в селе Маган, где ознакомился с деятельностью педагогов и достижениями воспитанников. Основным вопросом для коллектива Дома детского творчества стало укрепление материальной базы, а коллектив дошкольного учреждения попросил помочь с ремонтом фасада здания. Сегодня мы в селе Хатасы посетили объекты сельского хозяйства сначала. Это объекты
свинокомплекса Хатасского. Видим, что очень большая работа была проведена в 2017 году. Практически построен новый убойный цех, который будет 1 февраля выводиться. Абсолютно современный цех, отвечающий всем современным российским требованиям с точки зрения убоя, разделки, хранения продукции мясной. Я считаю, что это очень большое достижение коллектива Хатасского свинокомплекса и его руководства. Что касается Багараха, здесь, конечно, у нас 2017 год был непростой, был достаточно большой длительный период карантина, но сейчас уже предприятие выходит из этой ситуации. Сейчас были в цехе телятники, которые долгие годы после Советского Союза в эпоху этой разрухи стоял заброшенный. Сейчас он полностью восстановлен, достаточно большие средства были освоены. 250 телят там уже может стоять. Даже есть по счету, что может и 300 телят принять данный цех. Это тоже, конечно, очень большое подспорье для животноводческого нашего комплекса. Ну и мы надеемся, что новое руководство в этом году ведет также и цех по переработке молока, что, конечно же, тоже положительно скажется на финансовом положении в Багарах. Это предприятие у нас базовое по пригородам, так и мы, конечно, его будем и в дальнейшем поддерживать. Видели мы также, что сами предприниматели здесь в Хатасах тоже не стоят в стороне индивидуальные. Вот сейчас в скором времени, мы ожидаем 1 марта, откроется рынок, где жители Хатас смогут продавать уже свою продукцию, в том числе своих огородов, рассаду. Это, конечно же, поможет и пенсионерам, и тем людям, которые занимаются своим подсобным хозяйством. И хорошо, что это организовывается не только по линии администрации, а уже сами индивидуальные предприниматели, при нашей поддержке, опять же, уже строят такие мини-рынки. Я считаю, что это хороший опыт, и, возможно, он получит у нас распространение в других поселках нашего города. В конце мы посетили здесь наш центр дополнительного образования Хатас, который работает для наших детей. Здесь почти 650, свыше 650 детей ходят, причем направления самые разные, от кружков вышивания, рисования, заканчивая авиамоделирование. И очень хорошо, что есть прекрасные результаты не только на уровне города, а и на уровне республики, и на уровне России. Наши ребята из Хатас занимают первые места. Конечно же, это большой труд, и мы думаем, что в ближайшие годы мы должны по Хатасам решить, кроме вопросов строительства спортивного зала, строительства пристроек к школе, конечно же, вопросы и по зданию для наших детей, для дополнительного образования мы тоже должны в комплексе решать. Далее глава города ознакомился с работой свиноводческого комплекса «Сибирь» в микрорайоне Марха, обсудил планы по развитию производства с главой хозяйства Владимиром Кабохиным. Очень хорошее хозяйство, я сказал, да, они где-то сейчас поголовье 4600, а в Хатасском свином комплексе 8000, например, да, основное стадо, да, 12800 у нас по стату выходит где-то по году у нас по городу Якутску. Увеличение идет по количеству свиней по городу Якутску. Есть такой показатель опрос. Например, в Хатасском свином комплексе, да, в Хатасском свином комплексе вот такого показателя не было давно. Я даже не помню, 2 и 3 опроса. Это благодаря искусственному стремлению и умелому руководству Романа Гавриловича, да, 2 и 3 раза идет опрос. А у хозяйства, у Сибири, да, 2 вопроса. Потому что у Хатасского свиного комплекса там промышленное свиноводство в основном, да, там и технология немножко другая. А у товарища Кабохина, да, у Сибири, да, вот у него натуральное крестьянское хозяйство. Здесь экструдер стоит там, да, ну, скажем, маленький кормозавод, маленький, да. И экструдеры, они делают с биологических отходов, тоже делают там, сушат, да, из них делают корм для собак, например, да. Для поросят отдельно растет. Это делается везде. И у товарища Кабохина все это дело налажено, даже сертифицировано все это дело. Да, и люди покупают. У нас по 500 рублей куб отпускаем мы этих, которые перерабатывающие у нас навоз, ну, свиной навоз. В прошлом году, который у нас люди брали, вот этот навоз, нынче уже обратно не приехали, брали этот же навоз, сказали, очень хорошая картошка рождается на этом навозе. Вот. Так что советую всем, приезжайте.
В микрорайоне Кангаласы Айсен Николаев проверил, как обстоят дела с ремонтом Кангаласской средней школы и принял участие в торжественной церемонии запуска оптической сети, которая обеспечит жителям микрорайона и резидентам Дасер Кангаласы доступ к высокоскоростному интернету. Расширенный объезд завершился встречей с коллективом животноводческого комплекса Сахаплемобъединения в Тулагино-Кильдямском наследии. Руководитель предприятия рассказал, что их основными проблемами являются поиск земельных участков под пастбища, а также вопрос с обмелением близлежащих водоемов. Он предложил главе города ряд решений, которые Айсен Николаев на месте обсудил вместе с представителями управления сельского хозяйства. Вот Николай Николаевич, когда выступал перед Айсеном Сергеевичем, да, когда вопросы ставил, да, он же и правильно ставил, потому что по пастбищам и по пашням мы где-то по кормопроизводству должны делать 300 гектаров, например, минимум. Вот для этого сказать 300 гектаров земли обработать под пашни, под многолетние травы, да. Сейчас плану уже уточняемся с ними, да, акционерное общество также и останется 100% государственной долей, и они будут заниматься тоже молочным скотоводством. Мы должны, наша задача в городе доставить качественное натуральное молоко для городских потребителей, для горожан. Глава города отметил свой день рождения. Большой объезд пригородов столицы в день рождения главы – уже сложившаяся традиция. Таким образом, уже 5 лет подряд Айсен Николаев отмечает свой праздник. Мне кажется, Айсен Сергеевич, он сам из Улуса, да, он же из Верхнеюрьского Улуса, да, и когда он в день рождения, да, день своего ангела, едет к земле. Мне кажется, вот исконно, как якут, как, ну, коренной якутянин, да, у него где-то вот в корне заложено, что он должен свой день рождения алгыс делать на земле, где люди занимаются традиционным коневодством у нас в городе Якутске. В частности, он был у Систира Алексеева, начинающего нашего фермера, молодого семьянина. Да, камелек истопили, он прямо якутский алгыс свой, ну, говорил по-своему и разговаривал с огнем и там кормил. Он чисто якутский традиционно. И ему, видимо, вот это очень важно, то, что он как коренной якутянин, видимо, у него вот, мне кажется, потому и он едет по агропоясу.